сложно. Все те, которые собрались на митинг, организаторы митинга, лидеры протестного движения, надеялись, что федеральный центр, поскольку все убеждены, что этот вопрос, этот кризис должны разрешить федеральный центр, что они позитивно откликнутся, поймут, почему люди обеспокоены, почему люди вышли на улицу, с какими требованиями. Здесь уже было сказано, что эти требования абсолютно демократичны, все соответствует законодательству Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, законодательству Ингушской Республики. Вместо того, чтобы рассмотреть те подписи 50 тысяч, более 50 тысяч, которые были поданы в администрацию президента, требования, которые вот в этих подписях были изложены, направить сюда специалистов в этой сфере. Вместо этого нагнали Росгвардию, какие-то дополнительные войска с регионов, создали кризисную ситуацию, вызвали агрессию. Я там присутствовал, я все это видел. Вот эти лидеры протестного движения, они сделали все возможное для того, чтобы минимизировать те издержки, которые там произошли. Если бы не их активность, если бы не их авторитет, никто не знает, чем бы это все закончилось. Гораздо, может быть, и сложнее. Сегодня федеральному центру надо знать и надо видеть, что протестное движение репрессиями не остановить. Репрессии неадекватны. Люди старшего поколения, такие как Порохоев Ахмед, объявил голодовку, находятся в Нальчике. Непонятно, почему они в другом регионе, когда все те помещения, где должны содержать подобные люди, они у нас пустуют в республике. Спокойно можно было бы их там разместить. Какое-то недоверие не только к общественности, но, мне кажется, и к власти, и правоохранительным структурам Ингушской Республики. Все это, что это дает? Это дает то, что наше ингушское общество к федеральному центру относится с напряженностью, настороженностью. Потому что вот все те меры, которые на сегодня приняты, они абсолютно неконструктивны. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поднять правозащитные организации России, адвокатуру, общественность, политических деятелей, партии российские. Мы все сделаем, обратимся в международные организации для того, чтобы привлечь их внимание, чтобы этот кризис был разрешен конструктивно, чтобы люди были наши освобождены, чтобы репрессии были прекращены. Если есть какие-то наказания, то они должны быть адекватны. Вот все, которые здесь собрались, именно вот с этой тревогой мы здесь собрались, даже не планируя это. Я надеюсь, что с помощью Аллаха, с помощью умных, толковых, общественных, политических деятелей, религиозных деятелей, которые здесь сегодня стоят, мы разрешим этот кризис. Хотел бы сказать несколько слов на русском языке. Как бы нас очень возмущает и вызывает непонимание, полное игнорирование федеральным центром сложившейся ситуации. На республике полный коллапс руководства исполнительной власти. Республиканское руководство не в состоянии разрешить этот кризис. И оно своими действиями только идет к усугублению и эскалации. И не может остановиться. Обращение населения республики, 50 тысяч подписей, остались игнорированы. Нас возмущает и вызывает непонимание такое отношение. Почти половина республики вышла. И этот вопрос как бы уже не может решиться. Настоятельно просит, не знаю в какой форме это будет, наверное, выразить в своем письменном виде, вмешаться в органы федеральной власти и разрешить эту ситуацию. Она не такая неразрешимая. Требования людей законные, исполнять федеральные законы и законы Республики Ингушетия. Все, больше никаких требований у нас нет, населения республики нет. Как подчеркивалось, вот эти репрессии, они только вызывают агрессию и непонимание, и ведут только к ситуации. Надеемся, все-таки мы выразим, наверное, консолидированно
ситуация была доведена до руководства страны, и какая-то была назначена комиссия